Вообще к кондитерскому искусству я пришла очень неожиданно. Как и каждая мама после родов, я худела, готовила ПП-выпечку для себя, но как-то раз, наткнувшись на блог Энди Шефа, я уже не могла оттуда оторваться. То есть я готовила, каждый день у нас на столе было по 2 торта, каждый торт на выходе весил 2 килограмма, то есть их нужно было куда-то девать. Мы начали угощать соседей. Муж уносил на работу, чтобы угостить коллег. Ну и, соответственно, у меня были чаепития дома, мамочек с детьми. После этого пошло сарафанное радио. Да? То есть люди мне писали, спрашивали, готовлю ли я на заказ. Нет, я очень долго отнекивалась, не хотела брать заказ, но меня уговорили, месяц упрашивали, я все-таки решилась. Первый заказной торт у меня состоялся в ноябре 2015 года. Это был красный бархат с вишней. Я готовилась к нему очень долго, перелопатила весь интернет, искала информацию, как собрать правильно, как довести его, чтобы он у меня не развалился по дороге. В качестве первого курьера у меня, конечно же, выступил муж. То есть он поехал на метро, я его за это, конечно, потом отругала, то что да, в другой конец Москвы он отвез мое первое детище на метро. В общем, доехал торт замечательно. А второе волнение – это когда ждешь отзыва. Первый отзыв, он самый важный, конечно, да, мне кажется, он вообще либо дает крылья, либо обрезает их. Мой первый отзыв, конечно, был очень хороший. Девушка заказывала из Нью-Йорка своей маме. Вот. И после этого мне начали поступать сообщения: Мария, приготовьте нам красный бархат. То есть я первое время готовила только красный бархат. Вот. Потом, учитывая, что сын у меня учится в школе, все корпоративы, чаепития были мои. Капкейки, тортики я носила в школу. Детишки приходили домой, рассказывали родителям, что Андрей мама очень вкусно готовит. И родители начали мне писать, спрашивать: а вы можете приготовить тортик, там капкейки на день рождения? Вот так, собственно, началось мое начало. За 4 года я прошла нелегкий путь, я выросла, я укрепилась, стою плотно, твердо на ногах. Мои мастер-классы востребованы, мои торты востребованы не только по Москве, но и за рубежом. Меня приглашают на мастер-классы с моими программами. Конечно, моя фишка – это цветы кремовые цветы, которые не содержат масла, они не утяжелены ничем, они воздушные, очень вкусные, легкие. Вдохновение я стараюсь искать во всем. Но больше всего меня, конечно, подталкивает, вдохновляют мои заказчики, мои девочки, которые у меня обучаются, их отзывы и их результаты после мастер-класса. Они мне отправляют отчеты, фотографии, да, самостоятельной практики. Работы хорошие. То есть у нас получилось. Результат хороший.